Уважаемые сезонные работники Великобритании! Данный видеоурок содержит важную информацию о возврате налогов, специально разработанную для тех людей, которые какое-то время проработали в Великобритании. Почему вам важно ознакомиться с данным видеоуроком? Мы расскажем вам основные сведения о том, как подать заявку на возврат налогов и заполнить форму P85, а также насколько важно держать банковский счет в Великобритании открытым для возврата излишне заплаченных налогов. Если вы работаете по найму, то вы платите подоходный налог и взносы в Фонд социального страхования National Insurance Contributions (NIC) из своей заработной платы через систему Pay as you earn (PAYE) – уплата налогов при начислении заработной платы. В рамках PAYE ваш работодатель автоматически вычитает подоходный налог и взносы NIC каждый раз, когда вы получаете заработную плату. В конце налогового года вам может причитаться возврат подоходного налога, поскольку система PAYE лишь приблизительно рассчитывает сумму налогов, которые вам надо заплатить. Например, система может не учитывать, что вам полагается скидка с подоходного налога, необлагаемая налогом сумма, даже если вы работаете в Великобритании только короткий период времени. Налоговый год в Великобритании длится с 6 апреля по 5 апреля. Таким образом, например, налоговый год 2025-2026 охватывает период с 6 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года. Важно! Когда вы начинаете работать в Великобритании, заполните стартер-чек-лист – стартовый контрольный список и передайте его своему работодателю. Если это ваша первая работа в Великобритании в текущем налоговом году, то поставьте галочку в поле «А». Это поможет убедиться, что ваши вычеты PAYE будут максимально точными. После заполнения формы онлайн сохраните копию и отправьте ее своему работодателю. Если вы заканчиваете работу в течение налогового года, то ваш работодатель должен выдать вам сводный документ о полученных вами суммах заработной платы и уплаченных вами налогах, который называется P45. Возможно, вы сможете получить возврат подоходного налога. Однако возврат взносов из Фонда социального страхования NIC невозможен. Вы можете получить переплаченный вами налог двумя способами. Рекомендуемый способ – вы можете заполнить форму P85 при выезде из Великобритании. Альтернативный способ – вы можете подождать, пока HMRC, налоговая служба Великобритании, автоматически проверит ваш налоговый статус после окончания налогового года. Для того, чтобы заполнить форму P85, вам нужно проверить в форме P45 сведения об увольнении сотрудника. Они вам понадобятся при подаче заявления. Итак, чтобы приступить к заполнению формы P85, вам нужно перейти на сайт gov.uk или по ссылке. Далее вы переходите к разделу «Подать заявку по почте» и нажимаете на активную ссылку в пункте 2. Заполните поле «Ваше полное имя», вписав свое имя и фамилию на латинице. Нажмите «Продолжить». Введите свой последний адрес проживания в Великобритании, включая почтовый индекс. Введите ваш действующий номер телефона с учетом кода страны. Введите вашу дату рождения и нажмите «Продолжить». Отметьте, если у вас есть номер национального страхования. Напишите, гражданином какой страны вы являетесь на латинице. Отметьте, находитесь ли вы на территории Великобритании в данный момент. Если вы уже покинули Великобританию, укажите, когда это произошло. Если же вы все еще находитесь на территории государства, отметьте даты, когда планируете его покинуть. Напишите, как долго вы будете проживать на территории Великобритании на момент вашего планируемого выезда из страны. Отметьте, будете ли вы резидентом Великобритании до момента вашего отъезда из страны. Ваш статус резидента можно проверить по активной ссылке, которая откроется в новой вкладке. Отметьте, являлись ли вы резидентом Великобритании на протяжении прошлого налогового года. Напишите, планируете ли вы оставаться в стране после запланированной даты отъезда. Напишите, планируете ли вы провести в Великобритании налоговый год с 6 апреля 2025 по 5 апреля 2026. Напишите, планируете ли вы провести в Великобритании налоговый год с 6 апреля 2027 по 5 апреля 2028. Напишите, планируете ли вы провести в Великобритании налоговый год с 6 апреля 2028 по 5 апреля 2029.
Напишите, в какую страну вы собираетесь выехать из Великобритании. Напишите свой полный адрес в стране, куда собираетесь выехать, включая почтовый индекс. Отметьте, будете ли вы, ваш супруг или гражданский партнер иметь жилье в Великобритании во время вашего пребывания за границей. Если в предыдущем вопросе вы ответили «да», укажите ваш адрес вашего супруга или гражданского партнера в Великобритании. Отметьте, будете ли вы работать полный рабочий день за пределами Великобритании. Отметьте, будете ли вы и дальше получать зарплату из Великобритании. После этого у вас появится страница со всеми вашими ответами, где вы сможете еще раз убедиться в их правильности. Внимательно ознакомьтесь с данной вами информацией и исправьте ее, если допустили где-то ошибку. Итак, вы успешно заполнили раздел «О себе». Выберите «Продолжить», чтобы перейти к следующему разделу «Доход, который вы получаете в Великобритании после отъезда». Отметьте, будете ли вы получать какой-либо доход из Великобритании после отъезда. Сюда входят, например, доходы от собственности, заработок, который вы получаете от работы в Великобритании, единовременная премиальная выплата, пенсии, процентные начисления из банка или кооперативов, прибыль от акций и паев. Если в предыдущем вопросе ваш ответ был «да», то далее последует ряд уточняющих вопросов. Ответьте, будете ли вы получать доход от недвижимости в Великобритании. Если да, то нажмите «Продолжить» и напишите, когда вы начнете получать доход от аренды. Отметьте, будете ли вы получать какой-либо другой доход из Великобритании после отъезда. Нажмите «Продолжить». Если в предыдущем вопросе ваш ответ был «да», напишите, какой вид дохода вы будете получать, например, работа или пенсия. Уточните, какую годовую сумму дохода вы будете получать. Нажмите «Продолжить» и уточните, когда вы начнете получать этот доход. В зависимости от источника дохода напишите номер вашего счета. Укажите, от кого вы получите этот доход на латинице. Если у вас иные источники дохода на территории Великобритании, укажите это и нажмите «Продолжить». Действуйте по той же схеме, что и ранее. Если у вас не будет источников дохода на территории Великобритании после отъезда, отметьте это и нажмите «Продолжить». Отметьте, будете ли вы работать после того, как покинете Великобританию. После этого вам откроется страница, на которой будут доступны ответы на вопросы текущего раздела. Проверьте подлинность ваших ответов и переходите к следующему разделу «Инструкции по погашению», нажав «Продолжить». Отметьте, требуете ли вы возврата средств. Если ваш ответ был «да», укажите, на чье имя вы хотите, чтобы был выписан чек – на ваше или на имя доверенного вам человека. Если вы выбрали вариант «на мое имя», ответьте, действуете ли вы как агент. Если да, тогда укажите ваш регистрационный номер агента и далее укажите адрес, куда вам следует направить чек, включая почтовый индекс. Если же вы действуете не как агент, вам сразу же откроется возможность ввести адрес получения чека. Если же вы указываете, что разрешаете оплату доверенному лицу, тогда вам следует действовать по аналогичной схеме. Укажите, выступает ли ваш кандидат в качестве агента. Если да, то укажите его регистрационный номер, а в следующем пункте его фамилию и имя на латинице. Далее вам сразу же откроется возможность ввести адрес получения чека. Если же ваш кандидат не выступает в роли агента, укажите лишь его имя и фамилию на латинице, а далее вам сразу же откроется возможность ввести адрес получения чека. Нажмите «Продолжить». Вам откроется страница, где вы сможете проверить подлинность ваших ответов на вопросы пройденного раздела. После проверки нажмите «Продолжить». Укажите, есть ли у вас части 2 и 3 формы P45. Это очень важно. Если вы ответили «нет», в следующем вопросе уточните, почему не обладаете данными материалами. Если вы полностью описали ситуацию или у вас не возникло вопросов по форме P45, нажмите «Продолжить». На следующей странице вы подтверждаете подлинность всей предоставленной вами информации. Нажмите «Принять и продолжить». Поздравляем! Вы успешно заполнили форму P85. Данную форму вам необходимо сохранить и распечатать, пройдя по активной ссылке, которая откроется в новой вкладке. Подпишите заполненный вами документ и отправьте по почте в HMRC. Отправка документов HMRC по почте. Краткая инструкция. Сохраните копию заполненной формы P85 и все документы, связанные с возвратом налога.
Вы можете выбрать банковский перевод из Великобритании или чек. Для получения банковского перевода из Великобритании вам необходимо иметь доступ к онлайн-банкингу. Остерегайтесь компаний, предлагающих помощь в получении налогового возмещения. Многие из них не обладают хорошей репутацией, а также могут взимать высокую плату за свои услуги. У вас должна быть возможность получить возврат самостоятельно и бесплатно.